Приватность против безопасности. Что важнее, безопасность или право на личную жизнь? Является ли потеря приватности ценой, которую приходится платить за безопасные улицы и свободу от терактов? Глобальная тема, глобальный ажиотаж. По всему миру разразились споры вокруг конфликта американских спецслужб и корпорации Apple. Российские СМИ подключились к ним наравне с американскими. Этот спор разгорелся с новой силой после требования ФБР к компании Apple. У ФБР есть телефон одного из стрелявших в Сан-Бернардино, но он заблокирован. Можно использовать популярные пароли, но есть всего 10 попыток. Код только у программистов Apple, и они отказываются отдавать его ФБР. Без помощи Apple важная улика в расследовании теракта бесполезна. Суд обязал компанию разблокировать гаджет, но она отказалась. Мол, это поставит под угрозу безопасность всех пользователей айфонов. Дело не в одном телефоне, дело в нашем будущем. Нас вынуждают написать программу, которую я бы назвал эквивалентом рака. Она поставит под угрозу сотни миллионов пользователей по всему миру. Если вы не террорист, вам нечего скрывать. Дело не в одном телефоне, а в глобальном вопросе безопасности и в конституционных правах. В следующий раз, когда американцев расстреляют вдохновленные ИГИЛ-террористы, у них у всех будут айфоны, и Apple, должно быть, будет этим гордиться. Американские медиа рассуждают, возможно, все дело в законах, отстающих от прогресса. Я не думаю, что приватность и безопасность — это взаимоисключающие понятия. Дело в законе, не поспевающем за новыми технологиями. Это битва за общественное мнение, это политика. На российском телевидении о дискуссиях ни слова. Зрителям сообщают единственную версию событий. Спецслужбы наступают. ФБР хочет взломать айфоны. Американские спецслужбы хотят взять под колпак наблюдения пользователей компании Apple. О частной жизни можно забыть. Создать программу – это открыть ящик Пандоры. Федеральные каналы будто не замечают. В самой России спецслужбы давно мониторят частную переписку и социальные сети. У российских спецслужб появилась возможность отслеживать разговоры в скайпе и местонахождение абонента. Данные о всех российских пользователях, даже на иностранных ресурсах, должны оставаться в России. Иностранные компании теперь обязаны хранить всю информацию о российских гражданах на местных серверах – Facebook, Twitter, Google. Недовольных услышать сложно. Власть собирается дальше не только блокировать сайты и блокировать публичную активность блогеров, она хочет создать ситуацию, при которой возникла бы самоцензура. Подобные заявления звучат в интернете. Пока сайты оппозиционных СМИ и блоги популярных гражданских активистов блокируются в России простым требованием силовиков. Угодить в черные списки может любой, кого власти посчитают экстремистом. Так называемый закон Лугового, вступивший в силу в 2014-м и позволяющий вводить интернет-цензуру без судебных решений, используется повсеместно. И все это без дебатов в стиле Apple против ФБР. Все ограничения в федеральных СМИ однозначно трактуются как забота о безопасности граждан.